Добрый вечер, Республика! В эфире детские новости. Новости для тех, кто с нетерпением ждет новогодних праздников. В студии для вас работаем мы, Хадижа Акаева и Абдулмалик Мадаев. Дорогие друзья, в этом выпуске программы мы поговорим на самые серьезные темы. Наш Абдулмалик взял интервью у Абубакара Алханова, конституционного судьи нашей республики. Вот так вот. Как это было, узнаете из рубрики «Большое интервью». Почему все встают, когда судья заходит в зал суда? И зачем ему нужен молоток? Думаете, вы это знаете? А вот и нет. Наши постоянные эксперты удивят вас своим, очень оригинальным мнением. 10 декабря весь мир отметил День защиты прав животных. Так какие права есть у животных? Мы попробовали это выяснить. Внимание, ребята! Сегодня мы с Хадижей открываем конкурс, посвященный нашей программе. О его правилах вы узнаете чуть позже. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Здравствуйте, Абубакар Ахметович. Добрый день. Если честно, я не очень понимаю слова «Конституционный суд». Расскажите мне и нашим телезрителям, что это такое. Конституционный суд Чеченской Республики состоит из 5 судей. Конституционный суд рассматривает дела по жалобам и заявлениям граждан по поводу ущемления их конституционных прав. Вот вы, Абдулмалик, знаете про свои права? У меня есть право, чтобы мои родители заботились обо мне. После 18 лет я уже должен, как состоятельный человек, работать. Еще какие у вас права? Еще у меня есть право водить машину после 16 лет. Такого права сейчас еще нет. Право водить машину наступает с 18 лет. Сейчас рассматривается этот вопрос, чтобы разрешить с 16 лет, но этот закон еще не принят. Еще до 18 лет, если меня арестуют за какое-либо преступление, меня не посадят в тюрьму. То, что вы сказали, что до 18 лет, если вы совершите преступление, то вы будете не наказаны, это неправда. Ответственность по уголовному законодательству по некоторым видам преступлений наступает с 14 лет. Интересно, а детские суды бывают? Такие суды, они называются юниальными. Эти суды в нескольких субъектах Российской Федерации, такие суды созданы, но на их базе в дальнейшем дела по несовершеннолетним будут рассматривать отдельные суды. Я уже понял, что у вас очень сложная работа. А что должен уметь конституционный судья? Во-первых, он должен быть грамотным, компетентным, но и должен иметь опыт работы. Вопросы конституционного права, они сложные, их рассматривают должны опытные судьи, которые имеют жизненный опыт. О чем мечтают судьи? Вот, например, о чем мечтаете вы? В принципе, мечтать тут не приходится, но то, что любой судья и любой юрист, наверное, хочет, чтобы всегда преобладало право, чтобы все законы, нормативные акты, которые у нас действуют на территории нашей республики, Российской Федерации, чтобы они соблюдались в полном объеме. Это любой юрист тогда получает моральное удовлетворение. Спасибо, что ответили на наши вопросы, Абубакар Ахметович. Удачи вам в вашей работе. Всего доброго. Итак, ребята, как и обещали, мы расскажем вам о правилах нашего новогоднего конкурса. Дорогие друзья, присылайте стихи и рисунки, посвященные нашей программе. 28 декабря в нашем новогоднем выпуске мы объявим имена победителей. Эти счастливчики получат замечательные призы от нашей программы. Присылайте ваши работы на электронный адрес, который вы видите сейчас на экране. Кроме того, вы можете прислать их через WhatsApp на номер 8 928 943 71 30. Если не можете сделать это сами, попросите кого-нибудь из старших помочь вам. Ну а сейчас пора передать слово нашим постоянным экспертам. Почему все встают, когда судья заходит в зал суда? И зачем судье нужен молоток? Послушаем мнение наших маленьких экспертов.
Почему надо вставать, когда судья заходит в зал суда? Потому что судья главный. Его все боятся. Потому Анастасия. Потому что он судья самый главный. Потому что он страшный. Зачем судье нужен молоток? Чтобы гвоздик забить. Чтобы стукнуть его. Молоток убить. Чтобы они все боялись. Он вот так постучит, и все замолчают. Чтобы его все боялись. Почему детям нельзя работать в суде? Потому что они маленькие. Не надо судья. Потому что им надо в садик. Потому что родители будут ругаться. Их никто бояться не будет. Чем занимается адвокат? Адвокат защищает людей. Он всех защищает. Поет. Делает еду. Как узнать, что преступник врет? Ему стыдно, поэтому он краснеет. Никак. Врать нехорошо. Он переживает. Никак нельзя. Враг нельзя за это ругать. Что делают в зале суда присяжные? Охраняет преступников. Сидят. Сидят и слушают. Жалуются. Смотрят, как судят. Лопают. Кто такой прокурор? Тут судьи, полиционер, дяденька с усами. Это дяденька в форме. Это очень важный дядя. Что нельзя делать в суде? Давайте. Громко не договаривать. Нельзя шуметь. Приносить еду и кушать. Драться нельзя. Плакать нельзя. Абдулмалик, вот как ты думаешь, какие права есть у животных? Ну, не знаю. Такие же, как и у людей. Жить до 18 лет с родителями и водить машину? Очень смешно. Я имел в виду право на жизнь, на дом и все такое. В принципе, ты прав, но у них есть такие права, которых уж точно нет у людей. А какие именно, вы узнаете из нашего сюжета. Еще 55 лет назад никто не спрашивал у белки и стрелки, согласны ли они, рискуя жизнью, полететь в космос. Права этих милых собачек вряд ли стал кто-то защищать. Сегодня другое дело. Почти во всех странах есть законы, защищающие животных. Те, кто борется за права животных, даже придумали специальный праздник. Теперь каждый год 10 декабря отмечается Международный день прав животных. Вот так вот все поняли, что братья наши меньшие не являются чьей-то собственностью и что нельзя ставить эксперименты над животными. Они стали писать статьи в журнал, выпускать книги и вообще за последние 20 лет написали о правах животных больше, чем за последние 2 тысячелетия. Интересно, а знают ли жители нашего города о правах животных? Устроим-ка небольшой опрос. Если ты купил в магазине кошку, собаку или рыбу, то за ним ты должен ухаживать. Я знаю, что нельзя злить собаку, они могут покусать. Есть такая красная книга, в которой занесены животные редкие. И о них надо было заботиться раньше. Я знаю, что животных нельзя убивать, нельзя причинять им вред. Ну, надо ухаживать за животными. Я знаю, что животных дразнить нельзя. Если их будут дразнить, они на тебя покусают, поцарапают. Если животные голодные, их нужно кормить, еще их нужно гладить. Надо еще воду давать, чтобы они пили, и чтобы они еще там траву пожевали.
Ну, наверное, работают какие-то организации, которые защищают. Платить надо, если они голодны, надо давать мясо. Отличие от человека, у животных есть право убивать. И это закреплено у него в декларации. Вот так вот, как бы странно это ни звучало, у животных действительно есть официальное право убивать. Ведь иначе хищникам просто не выжить в дикой природе. Кроме того, у животных есть право на свободное перемещение и право на убежище. И это касается не только диких животных, но и тех, кто уже тысячи лет живет бок о бок с человеком. Кстати, а вы знаете, что считается преступлением держать цыплят в тесных клетках? Что нельзя кататься на лошади больше 3 часов, и обязательно надо дать отдохнуть. Ну и, конечно же, нельзя проводить опасные опыты над животными. Лабораторным крысам от этой новости легче пока не стало. Люди недолюбливают этих животных, ведь они разносят много опасных болезней. И в то же время именно на них ученые испытывают действие новых лекарств. Вот такая вот у них непростая судьба. Может быть, через несколько лет ученые наконец придумают, как проводить тестирование без вреда для животных. Во всяком случае, защитники прав животных очень на это надеются. Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Ребята, еще раз напоминаем правила нашего новогоднего конкурса. Присылайте стихи и рисунки, посвященные нашей программе. 28 декабря в нашем новогоднем выпуске мы объявим имена победителей. Эти счастливчики получат замечательные призы от нашей программы. Присылайте ваши работы на электронный адрес, который вы видите сейчас на экране. Кроме того, вы можете прислать их через WhatsApp на номер 8 928 943 71 30. Если не можете сделать это сами, попросите кого-нибудь из старших помочь вам. Дорогие друзья, время нашего эфира подошло к концу. Нам надо прощаться. Обязательно увидимся на следующей неделе. Всего доброго!